Так, в общем, случилась вот такая вот проблема с пятой дверью. Она у нас не открывается. То есть ручка щелкает там что-то, а дверь сама не открывается. Ну, будем решать эту проблему. Чтобы открыть пятую дверь, мне понадобится плоская отвертка, поддеть вот эту вставочку. И здесь мы увидим, значит, рычажок металлический, отводим его вправо, и у нас дверь наша открывается со скрипом. Что у нас может быть? Дверь не открывается, либо у нас проблема вот с этим вот замком, либо с его электроприводом, ну, либо где-то элементарно обрыв, либо здесь, либо где-то там на фишках, фишка отошла. Снимаем плафон подсветки, потому что он нам будет мешать. Так, сняли плафон. Теперь нам надо открутить ручку двери. Поддеваем отверточкой и откручиваем два болтика. Открутили мы ручку. Вот так вот это все выглядит. Здесь у нас были два болтика, крепилась ручка. Нам надо сначала снять верхнюю планку, ну, естественно, боковые, и потом уже нижнюю, где непосредственно скрывается все, что нам интересно. Поддеваем ее, она снимается, должна легко сниматься. О, вот снялась. Две клипсы и две крепежки. Так, о, тут все. Значит, здесь у нас все то же самое. Удалим. Вот это вообще без проблем снимается. Теперь, значит, надо удалить вот этот плафончик. Сейчас снимем эту фишку. Так, в общем, победил я эту фишку. Вот здесь вот с торца есть небольшой, не знаю, видно вам или нет. Вот на свет сейчас так сделаю. Отверстие, как прорезь, и в нем есть кнопка, которую отверточкой вот так вот надавливаете, и потом она уже выходит. Здесь вот, кстати, обрыв провода. Теперь понятно, почему не работала подсветка. Вот сейчас заодно и починим. Попробуем снизу. Оп. Оп. Просто пальцами подлазим. О, вот она практически взяла и снялась. Так, сейчас, короче говоря, снимем замок, посмотрим там, что с ним. Отключаем провода. Так вот, раз, все, больше его там ничего не держит. Сейчас открутим. Раз, два, три болтика. Головку на 10 и откручиваем эти болты. В общем, выкручиваем. Открутили все, и теперь совершенно просто изымаем замок. Видимых повреждений на нем никаких нету. Я думаю, что он рабочий, скорее всего, где-то обрыв, но исключать ничего нельзя, поэтому сейчас проверим. Ну, посмотрим, может что-то отломилось, так-то вроде ничего не брякает. Этот точно так же работает, без заеданий. Абсолютно одинаковые замки. Наверное, зря я его купил, но цена 250 рублей, она не такая кусучая, поэтому пускай будет запасной. Меня больше всего интересует вот здесь вот. Скорее всего, здесь, я так думаю, обрыв какой-то. Я сейчас все это дело вскроем. Короче, нашел я неисправность. Вот. Это у нас дверка задняя, это кузов. Здесь соединение, все плотничком, все хорошо. Но здесь уже до меня кто-то их соединял, вот эти вот провода. Вот они. И вот оно на обломах. В общем, пропихнул я сюда провод. Вот, как бы этим я буду связывать. Поэтому так вот аккуратненько сейчас попробую связать и проверю, что у меня из этого получилось. Берем наш замок. Хоп. Так, подсоединили.
Сейчас залезем сюда к ручке. Все работает. Все открывается. Все дело было в волшебных пузырьках. Пробуем контрактный замок. Будут какие-то изменения? Где ручка? Все то же самое. Причину нашли, устранили. Сейчас все заизолируем и все. Все здесь заизолировали. Соединили. Соединение просто развалилось и провод хрупкий стал. Вставили на место, вставили резинку. Сейчас будем, значит, собирать дверку. Немножко здесь почистим, приведем в порядок вот эту вещь. Вот эти провода. Подпаяем, значит, наш разъем на плафон. Соберем вот эту всю беду. Ну, как они красиво выглядят. В общем, приведем здесь все в порядок. Внедряем назад замок, то бишь инсталируем его вовнутрь. Раз его сюда опустили, и он встал в свое место. Вставляем клипсы, одеваем фишку. Ну, можно вот отсюда, в принципе, проверить его. Работает. Уберем вот эти вот сопли. А теперь нам надо подключить провод от задней камеры к лампочке заднего хода. Вот, мы сняли стоп. Вот, у нас, по идее, должен гореть задний ход. Да, так и есть. Короче говоря, вот к этой системе мне надо присоединить камеру. Тут, где соединение есть, тут мы и запитаемся. Проводок-то, блин, жиденький, не знаю что. Печально. Очень печально. Сейчас дооголяюсь, что он коротенький станет. А провод-то тут есть? Нету здесь провода. Вот он. Все, теперь все это красиво изолируем и составляем все на место. Заизолировали, все надежненько, красивенько. Сейчас ставим стоп назад. Так вот все вышло. Все сопельки заизолировал. Здесь провода нарастил. Камеру заднего хода подсоединил. Значит, здесь у нас, тут вот у меня не было ничего. Я просто скотч двухсторонний налепил и на него сверху еще кусочек. Сейчас будем заниматься вот этой вот лабудой. Надо подпаять провод на скорость, на торможение. Ни на что не влияет, конечно, но хотелось бы, чтобы все... Ох ты ж на! Но вот это вот трындец, и как ее теперь оттуда высовывать? Как это вообще могло получиться-то так? А чё, почему он такой... потому что вот этот длинный, поэтому этот короткий, да? Панифулька. Так, облудили. Пальцы обжигает. Зато все получилось. Вкручиваем болтики. О как. Надо проверить. Еще раз. Да, все работает. Здесь помогаем обуться. Оп. Опс. Где-то что-то вот так. Все, соединить. Направляющую одеваем. Вот так ты раз. Туда, да?
Все, вот и все. Все, встало. Вот так вот. Хоп. И все. О, камера задняя работает, подсветочка работает. Ну вот как-то так, ремонт закончен, все работает. Ну и все, камера включается, выключается. Всем пока, всем удачи, хороших ремонтов.